Переход на единый налоговый счет пошел не по плану. Нововведение, призванное упростить механизм уплаты налогов, а также исключить ошибки в начислениях, уже в первые дни дало обратный эффект. Поэтому руководитель федеральной службы принял решение, прежде чем наказывать, проверить правильность расчетов и провести индивидуальные сверки счетов. С 1 января 2023 года вступили новые правила уплаты платежей. То есть внедрен институт единого налогового счета. Теперь все налогоплательщики уплачивают единым платежом все налоги. Установлен один срок подачи декларации, установлен руководителем Федеральной налоговой службы. Было принято решение о том, что до 1 марта 2023 года меры принудительного взыскания в отношении таких лиц, оспаривающих правильность отражения сведений, применяться не будут. Эксперты считают, что проблемы с ЕНС могут быть связаны с обкаткой программного обеспечения. Мораторий о применении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете, позволит исключить конфликты. До 1 марта 2023 года со всеми лицами, которые не согласны с данными, которые отражаются в базе данных налоговых органов, в карточках единого налогового счета, будут проведены сверки по приведению данных в соответствие. После чего, после 1 марта, весь комплекс мер принудительного взыскания будет продолжаться. Мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до начала 2023 года. Единый налоговый счет, он априори упрощает систему уплаты, в особенности для бюджетных учреждений и юридических лиц. Он действует так и для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Вместе с тем мы должны понимать, что любое изменение, любая работа может вызывать единичные ошибки, с которыми, безусловно, мы проводим работу над устранением и приведением к РСБ в соответствие. Не скажу, что таких налогоплательщиков очень много, но все-таки случай имеет место быть. Чтобы попасть под проверку, достаточно обратиться в налоговый орган по месту жительства и сообщить о несогласии с итоговой суммой расчетов. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.